В общем, почему твой батя вовремя не разоблачил Ахмета Кадрова? Ну, что сказать? Ну, в то время, если бы его убрали бы, то было бы возмущение людей. Вот там Кадыров, там, Муфти убрали. В то время мы особо ничего не знали про него. Да, там, э, короче, сейчас я коротко скажу. Вот когда пошел разговор о том, что Кадыров работал на КГБ, когда учился в Бухаре, вот, его привели в парламент. И в парламенте вот и его обвинили в этом. Вот ты работал на КГБ, когда ты там учился. Что это такое? Вопрос ему задали. Он сказал, что в то время, в советское время, это нужно было сделать, чтобы изучать ислам, как бы, ну, в то время религия как бы была запрещена, учеба в исламских университетах там была настолько строгой, что нужно было подписывать какие-то документы о сотрудничестве, о такой работе для КГБ. Вот поэтому с такой причиной, вот такая была у него причина, он подписал эти якобы документы. И вот в то время его вот мы простили, да, это наша вина, скорее всего. Были наивными, но сейчас нет. Мы не настолько наивны сейчас, учли свои ошибки. Вот. И в 99 году, вот тогда он уже снял с себя маску. Да, мы подозревали много чего, там события в Гудермесе в 98 году. Потом уже окончательно он снял эту маску, когда территорию Ичкерии начали бомбить. Это разные села Замаюр, там Веденский район. Начали наносить удары ракетами земля, убивать людей, мирных жителей. Вот. И в то время он поехал в Москву на поклон к Путину. Вот, и снял с себя маску. И тогда уже Масхадов объявил его врагом народа и сказал, что этого человека надо просто по всем меркам расстрелять, казнить. Ну, потом, к счастью, его сами русские же отправили в космос. Что заслужил, Да, то и получил. кстати, да. Вот сегодняшний вот этот отпрыск в этот момент был в Москве, гулял в ресторане, когда его отправляли в космос, как говорит Тамерлан. И его отца, вот этого старшего, в общем, убили сами русские. Сами русские убили. Ни Басаев, ни Масхадов, ни чеченцы вообще не причастны к этому подрыву, к отправлению его в космос. Да, алхамдулилlah, что хорошо, что сами русские его отправили. И с одной стороны, валлахи, это очень хорошо, что сами русские его отправили. Обычно так с предателями и бывает. Ну, например, кто-то помнит, кто-то не знает, был такой человек, Руслан Лобазанов, ну такой бандит. Да, 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 я помню. Мгм. И его убили, свои же убили. Свои же убили. Когда началась первая русско-чеченская война, он тоже снял с себя маску, потом оказалось, что он полковник ФСБ, и потом через какое-то короткое время его убивают свои же. Вот. Да их, походу, всех там свои же убрали, да, если так. Ну, единственное, вот это вот Ямадаев, по-моему, их там Кадыров убрал, Да, свой. Ну, Да, все его равно. потому же что, охранник его убили. да, побоялся, да, так скажем, и, ну, его вот из-за этого. Кадыров же, он же, блин, если честно, да, валай, я не говорю, что я такой, блин, мужественный, ну и тому подобное, нет, но валай, я лучше, чем этот Кадыров. У меня-то хотя бы хватает мужества. Человек, который даже не может признать свои ошибки, о каком мужестве мы тогда уже говорим, если человек не может признать свои ошибки?
Я больше Например, ничего, ну, за такое не говорю. М. Например, Тамерлан, вот человек, знаете, не все могут воевать, идти на войну. Это очень страшно, это нелегко пойти на войну и воевать. Но бывают такие люди, которые вот, могут признавать свои ошибки. Я считаю, это тоже мужеством, как ты говоришь. Вот, признать свою ошибку, сказать, да, я был неправ. Это тоже какой-то шаг мужества. Bert признать, бара из-за дуэна А, да. Валай, да, цензор, знаешь, я тебе еще, ну, в нашем лишнем разговоре сказал, я, знаешь, ничего не сделал, да и по сравнению с теми, кто сделал. Ну, валлахи, биллахи, талахи. Вот этот вот самый Рамзан Кадыров, да, он знает меня очень хорошо. У нас был один случай там, и он прекрасно знает это. Чинда Оузерсом, да и за Оузерсом. И ни он ничего не сделал, ни в первую войну, ни в вторую, и не его отец тоже. Да, его отец сделал, к сожалению. Он там призывал и женщин, и детей выходить, короче, ну, защищать свои земли, что, ну, убивать русских. В то время, когда сам гнида сидел, блин, за кустами, да, если сейчас говорить, ну, как оно есть. Почему из рода Кадыровых никто не умер на войне? Я этот вопрос всем задаю. И как ты говоришь, вот Кадыров младший, ни в какой войне против русских он не участвовал. Где-то как-то русские говорят, вот он воевал против русских, был боевиком, 16 лет убил первого русского, чушь собаки, неправда, он ни в каких боях не участвовал. Он был далек от этого. Я его увидел, вот, скажу честно, в 96-м году в старых ОТГах, когда были встречи с Лебедем, Александром Лебедем, Масхадов, Лебедь, вот, когда уже подписывали вот эти договоренности, когда уже война заканчивалась, ну, в общем, закончилась. Вот тогда я первый раз увидел этого Кадырова. До этого я его нигде не видел. Старший вот этот КГБшник, как ты сказал, выступал на митингах, призывал людей идти на войну. Ладно, мужчины должны воевать, там, отстаивать родину, свои дома, но призывал также и женщин и говорил, что вот женщина вправе не говорить ни брату, ни мужу и может идти на войну. Вот как он это говорил. То есть и женщин призывал. Да, да. У нас что, мы настолько ослабли, что у нас не было тогда мужчин, чтобы могли воевать, идти на войну, что нам пришлось вот посылать на войну женщин. Нет, конечно, у нас были мужчины, у нас были герои, и воевали против русских. Да. Выступал вот так. Не, это, Анзор, знаешь, это была просто зачистка и все. Вот он там решил зачистить, да. Это все было спланировано у него. У него такая задача была изначально. Я же вот поэтому и говорю, почему из рода Кадыровых никто не умер, ну, на войне, вот, да, никто вообще не погиб. Из рода Кадыровых. Не прошел фильтрационные лагеря, Да. не был убит в войне. А люди страдали. Тогда я не знаю, какой он герой тогда, Аллахи, Аллаху Алам. Я не знаю. Он, блин, предатель своего народа и не более. Он родился таким. И альхамдулиллах, да, хорошо, что у него в жилах не течет вот именно истинная чеченская кровь. Вот у него в жилах нету такой крови. Я помню, это начало Второй русско-чеченской войны, когда вот русские проявляли вот такую жестокость. Потом эту жестокость отдали в руки Кадыровых. То есть они сделали ставку на них. То есть русские отходят в сторону и передают все, вот ведение войны, вот этих жестокостей
в руки Кадыровым. То есть чеченизировать эту войну. Поэтому русские называют эту войну чеченской войной, а не русско-чеченской войной. В общем, что я хочу сказать. В начале Второй русско-чеченской войны были такие жестокие акты, когда они врывались в села, захватывали молодых людей, и вот самым жестоким образом их убивали. И убивали вот как, чтобы показать эту жестокость мирным жителям, что вот кто пойдет на войну, с теми будет то же самое. Но забирали мирных жителей. Вот, например, вот эти села Курчелоевского района, Цацанюр там и так далее, Бахиюр, они забирали молодежь, связывали этих молодых парней и подрывали на минах. На минах подрывали. Мескерюр, помню, у меня даже видеозаписи есть, где они тоже подрывали людей, закопали их где-то, потом эти останки собирали. Петзал Лелин. И в основном, насколько я знаю и помню из заявлений Кадырова, Кадыров призывал к этому, вот, чтобы проявляли вот такую жесткость, жестокость, чтобы подавить чеченцев. Вот таким образом они смогли на какое-то время вот, подавить мирных жителей вот так, что настолько, что мирные жители не могут сказать свое мнение, боятся высказаться. Пока ситуация такая.